С вами пойдет о такой важной структуре в государстве, как Конституционный суд. День Конституции Абхазии, об основной миссии и практике Конституционного суда будем говорить с его председателем Дианой Пилья. Сегодня она в нашей студии. Здравствуйте, Диана Эдуардовна. Добрый день. Добрый день, Бех. Диана Эдуардовна, поздравляем вас и весь Конституционный суд Абхазии с Днем Конституции. Как вы считаете, в чем заключается главная ценность и сила основного закона гражданина и для гражданина, и для государства? Уважаемая Бела, всегда интересно приходить на ваш эфир. Вы задаете актуальные вопросы, и именно то, что необходимо нашим гражданам в каждой ситуации, вот на какой бы эфир вы ни пригласили. Спасибо. Да, и мне бы хотелось сказать, что, конечно же, Конституция определяет основной спектр, широкий спектр прав и свобод человека и гражданина. И это те ценности, на которые необходимо опираться для того, чтобы построить свое будущее. И хотелось бы сказать, что в Конституции, конечно, этот спектр заложен в нескольких направлениях. Если мы говорим об основных правах и свободах человека, это и политические права, и гражданские, социально-экономические, культурные права. Это то, что дает каждому человеку развиваться в своей стране. Расскажите, пожалуйста, о каких-то ключевых решениях, которые Конституционный суд принимал в последнее время. С какими наиболее сложными и принципиальными вопросами вам пришлось столкнуться? Хотелось бы немножко рассказать, пространно можно так, если позволите, да. Определенные изменения во всех конституциях в мировом масштабе, они произошли где-то в 90-х годах. И, конечно же, на сегодняшний день назрело во многих государствах проводится, и у нас в том числе, назрели определенная необходимость проведения конституционных реформ. И, соответственно, как орган конституционного контроля, Конституционный суд на сегодняшний день, он рассматривает, если мы говорим непосредственно о Конституции и взаимоотношениях с хранителем Конституции, Конституционным судом, то мы рассматриваем те вопросы, которые предлагают и вносят по вопросу конституционной реформы. Это в первую очередь. А так, конечно же, все вопросы, которые находятся в законодательных актах, и на вопрос соответствия законодательных актов Конституции. То есть Конституционный суд дает такое расширенное конституционное толкование каждой норме закона на соответствие Конституции. А если говорить непосредственно о тех делах, которые есть, за последнее время у нас как-то было прям подряд вся неделя, это было 4 процесса, которые мы рассматривали. Это не просто, так сказать, 4 процесса, к каждому процессу идет подготовительная работа не менее 3-4 месяцев. Это в соответствии с Кодексом о конституционной юрисдикции. Это такая коллегиальная работа, объемная, и каждый документ, который вышел из-под пера Конституционного суда, он 25-30 листов. Мы даем всевозможные, со всех ракурсов рассматриваем эту норму и рассматриваем на соответствие Конституции. А Конституция — это же не просто там буквы, которые записаны в этой норме. Это нужно понимать, какие ценности заложены в этой Конституции, какие она предоставляет, как она может действовать. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день она даже в том виде, в котором есть, не говоря уже о предполагаемых каких-то реформах, она еще не исчерпала своих возможностей рассмотрения и принесения большой пользы нашему народу. Какие еще 3 процесса? Это были по конституционной реформе. Кстати говоря, они все опубликованы на сайте Конституционного суда. Это все по реформам, получается? Нет, это у нас есть и обращения граждан частные, потому что физические лица имеют право обращаться в Конституционный суд. Это мы тоже отдельно рассматриваем. Имеют право обращаться государственные органы, имеют право обращаться депутаты парламента. Поэтому разные вопросы. И все не только ссылками, но и прям всем текстом этих заключений, определений мы вывешиваем на сайте Конституционного суда в открытом доступе. Еще немного о практике Конституционного суда. Насколько вообще активно сами граждане, вы сказали, обращаются тоже в Конституционный суд, насколько активно и граждане, и
даже организации Абхазии обращаются в Конституционный суд, с какими темами к вам обращаются чаще всего? Ну, хотелось бы сказать, что в отличие от многих органов конституционного контроля, в Конституционный суд по закону, по конституционной реформе имеют право обращаться физические лица. Это большое достижение, потому что даже вот в таких серьезных, бывает, странах у них есть только возможности обращения со стороны государственных органов. Но, с другой стороны, юридические лица не имеют права обращаться. Кстати говоря, такие пробелы в некоторых странах, они восполнены дополнительно, и юридическим лицам предоставляется предоставлено право обращения в КС, в Конституционный суд. Вот. Но у нас зато физические лица. Конечно, у нас есть много отказов. Но это не только наша практика, это практика многих государств, потому что понятие обжалования своих прав или обжалования нормы, они находятся в разных правовых полях. Они не всегда бывают, что соединяются. Поэтому в нашем случае у нас идет обжалование правовой нормы на соответствие Конституции. А обжалование прав, оно идет уже в иные структуры, там судебные, внесудебные органы. То есть у нашей страны очень много возможностей для того, чтобы реализовать свое право и получить ту истину, на которую может рассчитывать гражданин. Но эта форма подготовки документа, она, конечно, пока еще, может быть, исходя из того, что нет большой практики или у сообщества у адвокатов, у иных, у самих граждан, поэтому есть определенный процент отказа, но во многих странах он доходит до 93-95% отказа только на этапе подачи. Но есть аппарат Конституционного суда, который помогает гражданину, и это разрешено законом. Судьи нет, но аппарат помогает у нас, и сформулировать соответствующее обращение, показать, на что обратить внимание, все. И такая работа ведется, в том числе и аппаратом Конституционного суда. Мы много для этого делаем, чтобы аппарат повысил свою квалификацию, чтобы давали грамотные консультации, отправляем на курсы повышения квалификации, проводятся аттестации здесь, внутри республики. То есть форумы с приглашением экспертов. Благодарю, что напомнили. Конечно, циклы лекций, конференции. Мы стараемся все делать для того, чтобы и теория права, и право применения, и сама практика, чтобы все это сложилось воедино. Конституция, живой документ в некоторой степени, скажем так, да? А как Конституционный суд обеспечивает соответствие, скажем, меняющихся реалий жизни и такие неизменные конституционные принципы? Во всем мире, когда проводились реформы конституционные, это где-то конец 90-х годов, начало 21 века, в основном конец 20 века, они проводились по основным вопросам. То есть во многих постсоветских республиках в том числе, там кардинально поменялись взаимоотношения законодательной и исполнительной власти, между ними баланс был определен, там ветви власти определены, новые структуры, там созданы органы конституционного контроля. Все это было. На сегодняшний день новый виток, новые вызовы, новые современные угрозы, новые направления. И поэтому Конституция, как вы правильно сказали, как живой организм, она не может на это не реагировать. И должно соответствовать то, что есть в основном законе, то, что есть в Конституции, должно соответствовать духу времени. Многие конституции предполагают, что есть возможность для изменений. И изменения в Конституцию тоже, они могут проходить, зависят от разных стран. Там может быть глубина разная, масштаб изменений разный. Это же не обязательно сразу всю Конституцию менять, хотя это тоже возможно. Бывает что-то по глубине и по масштабу, в одной сфере что-то меняется. У нас внесены были изменения, конституционная реформа, она создала орган конституционного контроля, Конституционный суд, и внесла изменения в главу «Судебная ветвь власти». То есть тут тоже были определенные изменения. Поэтому
она меняется в соответствии иногда не просто с духом времени, а с какими-то определенными даже требованиями общественности или общества. Может меняться, такое тоже происходит в разных государствах. И хочется сказать, что на современном этапе, вот исходя из тех принципов, что вы сказали, самым актуальным становится совершенно новое направление. Это как конституционная идентичность, национальное самосознание, национальная идентичность. Это вот это та теория, о которой я говорю, это новые совершенно конституционные понятия, которые вводят в конституционную материю. А вот каким образом, в каком виде оно может стать, скажем так, статьей Конституции, вот эти ваши постулаты? Я скажу, Конституции же страны разные, да. Мы говорим в сравнительном таком правоведении, в сравнительной характеристике. Вот эти ценности у разных стран разные. Есть материя экологичности. И делают акцент на сохранение природы, на экологию в определенной стране. Там есть в Российской Федерации была реформа, конституционная реформа, семейные ценности. То есть эти нормы вносятся в Конституцию отдельно. Потом уважение к историческому прошлому, Великая Отечественная война. То есть разные моменты, которые для твоей страны важны, и разные те принципы и идеалы, которые важны для твоей страны, они могут находить отражение в Конституции. Вот в связи с этим такой вопрос. Как соблюсти баланс? Потому что, действительно, веяние времени. Что-то может быть, знаете, приходящее, уходящим, а что-то должно оставаться, таким незыблемым. То есть как не ошибиться и не пойти на такие вот поветрия не повестись, скажем, да, не очень актуальные, которые будут, допустим, в будущем. Самый главный вопрос — это соблюдение баланса национального и таких основополагающих конституционных принципов. Это тот вопрос, который стоит на повестке в каждой стране, потому что можно сделать одно из направлений очень узким и получить крен совсем не в ту сторону, которую предполагали бы те, которые оформляют или там вносят изменения в Конституцию. Поэтому соблюдение баланса между национальным интересом, сейчас еще и по-другому говорят, национальным, транснациональным или межгосударственным, то есть разные направления. Но вот это соблюдение общепринятых конституционных принципов и национального интереса — это главная задача для тех, кто работает с Конституцией, кто вносит в нее изменения или кто принимает решения о соответствии Конституции в том числе. То есть с учетом и тех принципов, которые существуют, и с учетом национального интереса твоей страны. Вот в связи с этим как раз вопрос у меня. Как Конституционный суд интерпретирует соотношение национального законодательства и международных договоров? Может ли решение межгосударственного органа, например, в рамках каких-то интеграционных объединений, получить приоритет над Конституцией Абхазии? Мне бы хотелось сказать, что в школе и в системе международного права периодически был такой разный подход. Был приоритет международного права и международно-правовых норм над внутренним национальным правом. Потом какой-то период, когда было такое равновесие между национальными правовыми системами и теми нормами, которые приходят к нам из международных документов, из международных конвенций, и соглашений, договоров, неважно в какой-то форме. На сегодняшний день почти все страны, насколько я изучала, почти все страны, они используют это понятие национальной идентичности и даже в странах европейских, где вроде как интеграционные процессы. И мне бы хотелось сказать, что, конечно же, в стране должен быть приоритет национального права, внутреннего. А оно основывается только на Конституции. Только те нормы могут быть приняты и использоваться в твоей стране, когда они соответствуют основному национальному документу, основному закону — это Конституции твоей страны.
Спасибо. Насколько вообще конституционные нормы о государственном суверенитете Абхазии работают в условиях вот ограниченного международного признания? Не становится ли оно в некоторой степени декларативной в контексте экономических, правовых сложностей, интеграционных процессов с другими странами? Сейчас немножко вернусь к той конференции, которая прошла у нас в сентябре. Была потрясающая юрист-международник, доктор юридических наук Анаит Сергеевна. Мы, кажется, с ней у вас были на эфире, да? Вот. Ну и именно то направление, которым она занималась, международно-правовые и само международное право, которое на сегодняшний день оно не в таком приоритете, как, конечно, национальное. И вот она говорила о том, что вот я ставила ей вопрос, а скажите, пожалуйста, важно ли для государства иметь признание всех? Вот насколько оно будет тогда, уровень, как это, самоуважения или там направленности по остальным сферам деятельности будет развиваться. И на второй день она говорит: Диана Эдуардовна, я всю ночь думала над вашим вопросом и тезисно написала. Ну и все сводится к тому, что, конечно, признание — это одно из важных таких направлений, потому что открывает много разных возможностей в сфере экономического развития. Но на сегодняшний день, наверное, в странах очень важны двухсторонние отношения. И именно те страны, которые являются твоими союзниками, твоими партнерами, твоими дружественными странами, взаимоотношения с ними намного важнее, чем признание всех, которые ничего и никогда и даже могут быть и не знать, на карте мировой географии, где ты находишься. Поэтому говорить о том, что признание не нужно, конечно, нет, это необходимо. Но говорить о том, что только когда нас все признают, мы будем вот такими независимыми, самостоятельными, там сможем быть полноценными участниками мировых процессов, наверное, нет. Ну и вот та независимость, тот суверенитет, который у нас есть, который мы сами добились, мы достигли. У нас был первый президент, который ставил это целью своей жизни. У нас есть следующие поколения, которые на этом основывают свою государственную деятельность. Я думаю, что вот это вот даже более ценно. Может, я через какое-то время и по-другому буду говорить о необходимости, но сегодняшний день я прям вот считаю, что это вот главное. Есть ли обращения в суд, мы говорили об обращениях, извините, чуть вернусь, связаны с ограничением прав граждан допустим, по причине обеспечения национальной безопасности? Были ли вот такие ограничения вообще позволяет наша Конституция? Национальной безопасности нет, такого не было. У нас было по вопросам нарушения прав сотрудников органов госуправления. Это вот когда какой-то период, помните, вместе со сменой правительства увольняли всех сотрудников органов госуправления, вот начиная от, министры-то уходят в отставку, начиная от любого среднего звена и вот до вспомогательного технического персонала. Конституционный суд счел это неконституционной нормой, и парламент в течение 6 месяцев они внесли изменения в закон о кабинете министров, но и мы считаем это вот большим таким достижением, когда независимо от смены руководства, смены правительства, президента, все сотрудники органов госуправления, они работают только исходя из своей профессиональной подготовки. То есть не по политическим мотивам вообще. Это вот было такое дело, было. И оно было правильно решено. И мы гордимся этим, да. Итак, что сегодня, по-вашему, представляет большую угрозу для конституционного строя Абхазии? Внешние вызовы или какие-то вот внутренние, правовые, возможно, пробелы? Период, конечно, достаточно сложный, современный. Внешние угрозы и вызовы, так же, как и внутренние, это настолько все вот такая материя, которая, она вся
проникновенно друг друга, потому что невозможно говорить о спокойной и мирной жизни, когда ты все время переживаешь и понимаешь, какие есть внешние угрозы и какие могут быть последствия непроработанности направлений внутри государства. То есть невозможно однобоко сказать, мы боимся внешней угрозы или мы боимся каких-то внутренних неправовых действий. Да, вот, наверное, вы это и же имеете в виду. Поэтому все должно быть в том балансе, когда и государство адекватно реагирует на все те внешние угрозы, которые существуют, и когда есть определенный стратегический партнер во внешних вопросах, и когда у тебя есть политическая воля в решении внутренних вопросов, это может быть сфера экономики, культуры, и политическая жизнь, то есть все разные направления. Ну и все это должно, конечно же, быть вот в таком балансе, в обязательном решении. В связи с этим, какие приоритеты сейчас в работе суда на ближайшую перспективу? Приоритеты. Много направлений, которыми занимается Конституционный суд. И помимо тех обращений, с которыми мы работаем, и, как я сказала, коллегиальный орган работает сразу. Практически у нас получается 3, 4, иногда и 5 судей одновременно работают. Вот. Помимо этого у нас мы вот к 30-летию Конституции Республики Абхазия, вот сейчас уже к этому празднику расскажу, что мы сделали очень большое дело. Мы собрали очень хороший, серьезный коллектив и с помощью Абиги перевели Конституцию со всеми изменениями, которые были на 25 год, перевели на абхазский язык и представили президенту для первого опубликования. Это было сделано. Также совместно с Абхазским государственным университетом перевели на английский язык. Вот я тут принесла. Последние переводы были в 2001 году. И были вручены, кстати говоря, Конституционному суду. Раиса Николаевна, секретарь первого президента Владислава Григорьевича, она сказала, что, Дзандорна, я думаю, что у вас они будут храниться в надежном месте, что было весьма гордо и лестно, что она так вот вручила мне. И мы сделали вот такие, то есть мы занимаемся помимо еще вот этой деятельности, еще и занимаемся и научной деятельностью. И я думаю, что переводы на абхазский язык на сегодняшний день это вот очень было правильно. Перевод есть, как вы знаете, и на английский, и на абхазский, но это со всеми изменениями, дополнениями вот на 25-й год. Да. Вот такой новый перевод. Этим занимаемся. Плюс еще мы готовимся, следующий год у нас будет 10-летие уже Конституционного суда, 10 лет уже деятельности Конституционного суда. Есть определенные возможности подведения итогов, таких, надеюсь, промежуточных итогов. И к этому мероприятию готовимся. Поэтому у нас вот разные еще направления деятельности. Задам вопрос все-таки про миссию Конституционного суда в укреплении именно правового государства и вообще, может быть, в развитии такой некой конституционной культуры в Абхазии. Вот что бы вы могли сказать об этой миссии? Наверное, слово «миссия» это правда подходит, потому что не бывает состоявшегося правового государства без органа конституционного контроля. И это очень правильно, что была проведена конституционная судебная реформа, создан такой орган, и президент является гарантом Конституции, а хранителями Конституции являемся мы, судьи Конституционного суда. Кстати, что бы вы, как главный страж Конституции, хотели бы донести до всех граждан Абхазии вот в этот праздничный день? Мне бы хотелось сказать, что именно благодаря Конституции каждый человек может реализовать свои неотъемлемые права.
страна может развиваться, и мы сами можем укрепить веру в то общее дело строительства правового, независимого, суверенного государства. Мы можем это делать с чувством личного достоинства. И если говорить о стране, то сохраняя независимость нашей страны. То есть вот таких вот два направления. И как человек, сохраняя свое достоинство и сохраняя независимость своего государства. Ну и, конечно же, я с огромной радостью, с огромным уважением поздравляю всех с этой датой, с Днем Конституции Республики Абхазия. Желаю всем созидательного труда, желаю всем успехов в деле строительства нашей замечательной, горячо любимой Родины, потому что каждый человек, живущий на этой земле, а тем более еще и те, которые родились на этой земле, мы все любим ее, мы хотим, чтобы она процветала, чтобы она жила в мире, в спокойной жизни. И поэтому мне бы хотелось пожелать вот всех благ всему народу Абхазии. Спасибо вам большое, Диана Эдуардовна. Я напомню, что мы говорили с председателем Конституционного суда Абхазии Дианой Пилия. Говорили о деятельности Конституционного суда, его роли в укреплении правового государства. Спасибо вам большое. Благодарю вас.